представляет фракция «Справедливая Россия за правду» Тумусову Федот Семенович. Федот Семенович Тумусов – один из самых опытных законодателей на федеральном уровне в нашей стране. И в его повестке всегда актуальные темы. Проблема, конечно, очень масштабная и очень такая сложная. Вот откуда берут мошенники телефоны? Вот мне, например, каждый день звонят. А вот он с трибуны Госдумы говорит о теме, которая касается буквально каждого жителя России. Считаю необходимым, чтобы в стратегии развития образования был раздел о кодексе взаимоотношений учителя и учеников в школе, поскольку от этих взаимоотношений зависит в конечном счете эффективной всей системы образования. И еще. Федот Семенович никогда не забывает о родной Якутии. Но мы хотели бы подчеркнуть, что это один из таких приятных моментов, когда законодательная инициатива субъекта Российской Федерации сейчас будет поддержана. Особенности Республики Саха-Якутия, которая занимает огромную территорию, поэтому специалисты и депутаты Государственного собрания Тюмень очень хорошо поработали и представили нам такой законопроект. И вводятся новые понятия, вот, например, труднодоступные территории и мусороперегрузочная станция. Федоту Семеновичу Тумусову в этом году 70 лет, и почти 30 из них он посвятил законотворческой деятельности. Уже 4-й созыв он является народным избранником в Государственной Думе, представляет интересы не только Якутии, но и всего Дальнего Востока, а до этого он был депутатом Республиканского госсобрания Илтумен. Федот Семенович относится к той плеяде политиков, которые на переломном этапе истории нашей республики очень четко восприняли необходимость глубочайших перемен в экономике, в социальной сфере Якутии. Нужно было преодолевать стагнацию после развала Советского Союза, использовать новые рыночные возможности, которых не было при плановой экономике. И внедрение этих именно рыночных механизмов, расширение инвестиционного потенциала республики, подготовка новых кадров, понимание сути инноваций – все это, наверное, было впервые. И во всем этом, конечно же, есть большой личный вклад и Федота Семеновича Тумусова, производственника, ученого, руководителя. Особо я хотел бы отметить его участие в формировании семейной политики нашей республики, также совершенно новыми подходами, созвучными с идеями народосбережения, развития человеческого капитала. И эффективность таких методов сегодня подтверждается самой жизнью. Наша Якутия является регионом со стабильной демографией, с растущим населением, с крепкими, большими многодетными семьями, с заботой о здоровом долголетии жителей. День пленарного заседания я постоянно по этой лестнице, по этим дорожкам иду. Вот зал пленарного заседания. Главный зал, да? Да, вот главный зал. Ну пойдемте, это знаменитый коридор, да? Да, все знают. Который каждый день показывают по телевизору. Да. Вот по этой дорожке мы идем в зал заседаний. А не волнительно было, когда первый раз попали в Госдуму вообще? Как это было? На самом деле, вот когда я первый раз попал в зал заседаний, я почувствовал ту огромную ответственность, которую на меня избиратели возложили. Потому что как я буду выступать, как я буду ходить, как я буду держаться, по мне будут судить во всех якутянах. Когда вот 450 депутатов – это вся страна, все регионы. Там и все, можно сказать, все национальности, все народности, которые представляют всю Россию. Это реально это все видно. А вот когда идете в зал заседаний, себя готовите как-то, вот речь, которую вы должны сказать? Нет, это само собой, это когда большое выступление до 10 минут, да, это уже, можно сказать, там 2 недели готовится, так? Это не просто так. И всегда коленки дрожат, потому что когда все равно выходит, все равно волнуешься, и когда вот готовишь выступление, это же выступление должно быть серьезным, конструктивным, предложением. И поэтому я считаю, что я достойно представляю, когда выступаю, когда вставлю проблемы, когда даю предложения. Это всегда воспринимается нормально. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия» безусловно поддержит данный законопроект. Но я хотел бы обратить ваше внимание на словосочетание «материнский» в скобках «семейный капитал». В каждом слове заложен огромный смысл, и эти смыслы транслируют некие понятия, некие действия. Можно было бы семейный капитал установить
ну, условно говоря, там 1 миллион рублей. И часть из них, один вариант, значит, часть традиционно то, что мы сейчас складываем понятие материнского капитала, направление использования, а другая часть, например, в первом варианте можно было бы использовать для выплаты заработной платы женщинам-матерям. Его слово, мнение всегда имеют особый вес в Государственной Думе. Я много раз убеждался в успехе его аргументации, напористости при принятии важных законов и решений. Он системно работает по поправкам в федеральные законы, которые вносят ощутимые улучшения для жителей нашей республики, других дальневосточных, арктических регионов. Сейчас он со своими коллегами работает по самому широкому кругу вопросов поддержки участников специальной военной операции, членов их семей. Он всегда открыт для общения с людьми, в том числе с молодежью, я это очень ценю. Многим стоит поучиться у него умению вникать в суть проблем, держать руку на пульсе событий, вникать в их суть. Это качество настоящего политика, чья цель – работать на благо людей, работать ответственно и на результат. Ну, во-первых, Федот Семенович очень работоспособен. Он пахарь, он пашет. И когда мы проводим какие-то круглые столы или какое-то мероприятие, и очень часто я поручаю ему вести, быть модератором. Он всегда это берет, и получается у него очень хорошо. Он умеет, то, что называется, разговорить человека, да, сделать так, чтобы человеку было комфортно. Он профессиональный законодатель, и когда он задает вопросы в зале, по разным ситуациям. Федот Семенович очень четко, профессионально спрашивал то, что волнует людей. Поэтому действительно можно сказать, что это профессиональный законодатель, человек, который на своем месте. И я еще раз хочу сказать, что горжусь тем, что у нас во фракции есть такой человек, как Федот Семенович Тумусов. Где мы сейчас находимся? Да, мы сейчас находимся перед залом заседания фракции. Каждый вторник мы тут 10 часов собираемся и обсуждаем, какие решения будем принимать по тем или иным законопроектам. Ну и еще другие внутренние вопросы фракции. Здесь все решаются, здесь обсуждаются. Он является настоящим гражданином, притом гражданином и Российской Федерации, и своей родной земли. Человека, который настолько ежеминутно заинтересован в том, чтобы приносить пользу своей любимой земле, ну, надо еще поискать. И когда я впервые с этим столкнулся, он постоянно, каждый раз будет подходить и говорить: нам нужно сделать вот это, нам нужно сделать для нетрадиционной медицины, нам нужно сделать про вот это, про севера. И я всегда обращал внимание на то, что это человек, который, с одной стороны, очень принципиальный и настойчивый, я бы сказал, в своих желаниях, и в то же время чрезвычайно корректный, вежливый, воспитанный, который свои задачи выполняет постоянно и при этом очень аккуратно и красиво. Федот Семенович, вы законотворчеством занимаетесь очень давно, да, за плечами и Илтумен, и уже 4-й созыв Государственной Думы Российской Федерации. И, конечно же, очень интересно, как вы к этому пришли, да, почему вы решили заниматься законотворческой деятельностью, есть ли в этом какая-то миссия, что вы хотите этим сказать? Ну, в вашем вопросе, Максим, два больших вопроса. Первое про миссию, да. Миссия, вот я считаю, что каждый человек – это дитя природы. Но это не значит, что он там сидит посреди тайги и кричит: я дитя природы. Нет. Каждый человек должен реализоваться в этом мире и реализовать то, что ему предназначено в этом мире, да? То есть предками, природой, что ему предназначено, ну или можно по другими словами реализовать свои конкурентные преимущества. И в этом смысле у каждого человека есть миссия, своя миссия. Вот, например, Туто, да, Андрей Григорьев. В чем его миссия? Да, вот бой выиграл, но его миссия заключается в том, что он показал дух воина. Ну, а вот у меня миссия, она такая: представлять свой народ, свои республики, всех якутян в высшем законодательном органе страны. И представлять надо его достойно. То есть защищать интересы, выражать интересы, говорить о проблемах и предлагать пути решения этих проблем. Вот что такое представлять. Но должно же быть большое желание что-то изменить, да, для того, чтобы этим заниматься. Конечно. Для того, чтобы изменить, надо понимать, не только видеть проблемы, да, вот плохо, тут сломано, вот надо найти пути решения этой проблемы, да, вот
как его решить? И для того, чтобы это может один поле воин решить, да, как это решить. Но в основном депутат, он не принимает единоличных решений. Он участвует в принятии решений путем голосования. Вот в зале 450, и они все голосуют и принимают решения. До того, как принять решение, очень долгий путь изучения этой проблемы и поиска пути решения. С привлечением исполнительной власти, с привлечением экспертов, привлечением ученых, специалистов, ну вот всех. И изучаешь вот один путь, второй путь, третий путь, разного рода ограничения. И вот находится единственный путь, и этот путь оформляется в виде законопроекта, предлагается, обсуждается, потом принимается решение. Поэтому для того, чтобы решить хоть маленькую проблему, надо очень много вещей перелопатить, очень много работы надо провести, и потом она вот принимается. Но вы сейчас говорите о работе депутатов, да? То есть как она должна складываться. И многие же не понимают, что такое работа депутатом в Государственной Думе. А можете еще о сложностях рассказать? Все-таки это огромная у нас страна, огромное количество субъектов Вот федерации. смотрите, даже не только вот депутаты Государственной Думы, в целом депутаты. Некоторым кажется, что депутат, вот, ну, получение мандата депутата – это какой-то приз, да? Это какая-то награда, да? Ну, может быть, какая-то победа. Да? На самом деле это не так. Получение депутата, статуса депутата любого уровня, муниципального, регионального, Государственной Думы – это доверие. Люди доверяют, вот, по Конституции власть принадлежит народу, и они свою власть делегируют. Вот законодательную власть делегируют депутатам путем голосования. Вот они оказывают доверие. А доверие – это огромная ответственность. Мы меняем законы, законодательную базу, мы предлагаем какие-то новые направления, потому что все проблемы, они идут с земли. И эти проблемы можем принести сюда, на эту федеральную площадку, только мы, депутаты, пообщавшись, живя там, зная те традиции, которые есть на той земле, зная те проблемы, которые там есть, и твое решение, и здесь ты это озвучиваешь, доказываешь, принимаешь какие-то решения, меняешь законодательную базу, либо ходишь по министерствам, и там нужно работать с каждым человеком. Очень маленькая иногда капелька, она все равно камень точит. Он соавтор очень многих законопроектов, в том числе законов, которые стали законами. Он сам инициирует. У нас рабочая группа при фракции. Он очень часто вносит свои идеи туда, и у него все получается. Те законопроекты, которые я видел у Федота Семеновича и по которым мы общались, я видел о том, что они в первую очередь, конечно же, социально ориентированы, то есть направлены на улучшение жизни простого человека. Также я видел те законы, которые он делал для того, чтобы непосредственно для региона, для Якутии изменилась жизнь к лучшему. Я видел это закон о мерзлоте, над которым мы работали. Работал достаточно долго, знаю, видел по дальневосточному гектару, для того, чтобы каждые жители Дальнего Востока, жители Якутии смогли получить приоритетное право по получению дальневосточного гектара, для того, чтобы вывести те территории, которые являются охранными, природоохранными, либо жизнеобеспечиваемыми, для того, чтобы они не попали под раздачу, для того, чтобы смогли люди получать и оформлять. И именно сейчас мы видим, как этот закон действует, как он работает. Видел о том, что он обращается к экспертам, и эти эксперты с интересом помогают и оказывают содействие. Но он пользуется абсолютным авторитетом не только как человек, который там уже 4-й созыв в Государственной Думе, но и как человек крайне основательный, крайне взвешенный, крайне разумный, который говорит очень мало, но если он говорит, то, как в Одессе говорят, говорит смачно. То есть это нужно слушать, когда он что-то говорит. То есть он всегда говорит по делу, он никогда не говорит, чтобы, так сказать, выразить себя, он всегда говорит по очень существенным вопросам, и что большая редкость, ну, не в нашей фракции, а редкость вообще в политической жизни, он всегда говорит очень конструктивно. То есть если он поднимает какую-то проблему, то он поднимает ее после того, как он уже понял, как ее можно решить, и поднимает ее не для того, чтобы, так сказать, заострить и обосновать, а чтобы сказать: ребята, ну, давайте сделаем вот это, вот это, вот это и вот это. Это можно сделать по таким-то причинам. Спасибо. Спасибо, Федот Семенович. Федот Семенович, а вы по образованию врач, да? Экономист? А так вы хорошо ориентируетесь в теме.
Грамотно. Идем к вам в кабинет. Да, мой кабинет находится на втором этаже старого здания. В кабинет, ну тут кабинеты дают таким образом, да, по должности. Когда я с первым созыве не имел должности, там в одном кабинете, маленьком кабинете, и депутат, и два помощника все вместе сидели. Вот, когда должность получил, первый зам, то уже отдельный кабинет, то эти отдельно, помощник отдельно. Прямо рядом с центральным входом получается. Ну да, тут недалеко, очень удобно. Да, вот это первый заместитель председателя комитета. Так, на самом деле у меня здесь вот фотографии внучки, здесь книги вот про Иль-Тюмень и наша семейная книга. Вот. А здесь вот малая часть тех отмечен, которые, как бы, наград, которые мне были вручены. Вот это интересный документ, это депутатский запрос. Помните, был танк Алеша? Да. Сначала его показали на WhatsApp, а потом показали по телевизору. И один из наших героев, он выпал, поскольку он попал в больницу. И, значит, там был большой шум. Я написал запрос министру обороны, тогда Шойгу был. А потом, значит, там пошли команды, и, короче, его нашли, и он взошел в список. И потом ко мне приходит ответ от заместителя министра обороны о том, что мы его нашли, значит, он тоже стал героем России, так что это горжусь. У меня в кабинете и российский флаг, и флаг Республики Саха-Якутия. Я очень горжусь тем, что когда был будучи депутатом Верховного Совета 12-го созыва Республики Саха-Якутия, я сам лично голосовал, утверждал этот флаг. Поэтому для меня это предмет особой гордости. Красивый, хороший, да, такой флаг. Хочется у вас узнать, как проходят региональные недели, то есть это встречи с населением, когда депутаты общаются со своими избирателями. Есть так называемые региональные недели. Каждый месяц 4 недели, из них один мы должны быть обязательно в регионах. Мы обязательно выезжаем в регионы. Поскольку я избран по партийному списку от всего Дальнего Востока, да, то мне надо и на Камчатке быть, и на Сахалине, и в Хабаровске, и в Владивостоке. Но я в основном, конечно, в Якутию, да, но все равно это везде надо быть на связи со своими избирателями. Когда работаешь в регионе, конечно, это очень многообразная форма. Личные приемы, значит, когда люди записываются, приходят и так далее. Встреча, вот такая коллективная встреча с населением. У меня была последняя встреча, значит, очень такие активные с участниками специальной военной операции, с их родителями, их женами. Там. Федот Семенович не является врачом по образованию, но он входит в состав комитета по охране здоровья Государственной Думы и уже не первый созыв. Работает в комитете первым замом председателя комитета. И он достаточно органично влился в комитет, предлагает различные инициативы, связанные с фармацевтической промышленностью, с работой аптечных пунктов. Очень активно отстаивает интересы нетрадиционной медицины, борется за то, чтобы у этого сегмента медицины был особый статус, старается отстаивать интересы тех людей, которые не лечат нетрадиционными методами. Поэтому в этом отношении Федот Семенович определенную роль и достаточно важную в комитете играет. Что такое работа комитета? Это всегда забота о людях, это обязательное оказание первичной медицинской помощи, это выполнение программ госгарантии, это принятие бюджета. И мы, конечно, всегда смотрим за строчкой, сколько выделено именно на систему здравоохранения, сколько выделено средств федеральных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, какие новые строительства будут. Вы давно работаете в комитете по здравоохранению. Расскажите, какие законопроекты вы внесли и какие законы уже приняты? В целом, если взять законопроекты, которые всю систему здравоохранения определяют, все правила игры, работы, всей системы здравоохранения определяет, вот при мне принимал. Вот, например, закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, я уже был членом комитета, и мы очень активно его обсуждали, принимали поправки и так далее, это делали.
Там я очень активно работал по народной традиционной медицине, там, да, формулировки. Но это что приняли, что не приняли, это отдельный вопрос. Потом был закон об обращении лекарственных средств. Значит, это основной закон по обеспечению, по производству, по обеспечению лекарствами всех наших граждан. Я там был руководителем рабочей группы, который досконально каждый пункт анализировал, каждое предложение, каждую поправку рассматривали и принимали решение, принять поправки, не принять поправки. Поэтому это была такая огромная работа, да? Это, конечно, общефедерального значения. Все законы общефедеральные, но это крупные законы, которые определяют всю систему здравоохранения. Там много, конечно, недостатков, много положительных сторон, это тоже отдельный разговор. Но в целом вот так вот. Потом много законов, которые, значит, я предлагал, значит, но они были рассмотрены, они были учтены в других статьях, в других законах, но как бы предложение пошло, и оно было учтено. Теперь есть законы, которые, вот, например, о разрешении продажи лекарственных средств, значит, в фельдшерско-акушерских пунктах. Как он получился? Да? Я был на встрече с избирателями в Усалданском районе, и мне там один встает и говорит: слушай, что вы там наделали? Да? Аптеки в районном центре есть, а в маленьких деревнях аптеки исчезли, потому что они стали все коммерческими, и им уже невыгодно там торговать. А в фельдшерско-акушерские пункты там им не разрешают. Где нам для того, чтобы лекарство купить, надо ехать в районный центр 100 километров, да, 150 километров. Вы что там наделали? Такое замечание жесткое сделано. Я приехал сюда обратно, собрались в комитете, и мы разработали законопроект о разрешении вот именно фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаториях, там разрешить продажу, чтобы они разрешали продажу. И этот закон несколько раз совершенствовался, сейчас он, можно сказать, нормально работает. Там потом, например, мобильная медицина, да, я как только пришел в комитет, я начал говорить, что для отдаленных населенных пунктов, где огромное расстояние, маленькие населенные пункты, там надо обязательно сделать мобильную медицину. Потому что ту же поликлинику, да, по всей ее комплектующих нельзя в каждой маленькой деревне держать, но мобильную можно сделать. Ну, мне говорят, ну, мы же выездной медицинские бригады работают, зачем отдельный мобильный? Долго мы это дело обсуждали, я постоянно вносил, сейчас это дело уже как бы само собой разумеется. В национальной программе они есть, президент в своих решениях уже записал, где конкретно мобильные бригады работают, какие до 100 это только мобильные, выше там дополнительно мобильные, уже комплексы они уже производятся, да? Мы должны идти дальше. Вот мобильную медицину признать отдельным видом медицинской помощи. К этому мы идем. Вот Республика Саха-Якутия уже такой центр создали, уже работает, нарабатывает опыт. Будем предлагать, чтобы это оформить в виде закона. Таких вещей на самом деле много. Вот, например, фельдшерско-акушерские пункты, да, очень много сейчас обновляют, а в самом начале это как было? Была программа модернизации первичного звена здравоохранения. Вероника Игоревна, значит, тогдашний министр Скворцова, пришла к нам в комитет, принесла эту программу. Я смотрю, а там про ФАПов вообще ничего нет. Ну, там районные, там эти большие больницы модернизировать, реконструировать, заново строить, а про ФАПы нет. Я сразу поднял вопрос, как так? Вот у нас огромная страна, множество маленьких пунктов, их надо модернизировать, их надо обновлять. И мы начали в комитете это обсуждать и предложили. И потом вот сейчас уже эта программа нормально работает. Каждый год ни много ни мало, но каждый год обновление фельдшерско-акушерских пунктов идет. Но нам надо идти дальше. Дальше? В каком смысле? Этот ФАП не должен быть просто хорошее здание, да, там жильем для врачей и так далее, маленьким перечнем оборудования, да, нет. Это должен быть, можно сказать, ну, свой медицинский центр, да, там стоит рабочий стол врача, например, фельдшера даже. Образно говоря, должно быть так. Пациент приходит, и там посредством телемедицины, потому что все нельзя, и посредством анализов, обследования, человека полностью обследует, вот этот робот, медицинский робот, но не в виде там, который бегает, да, а вот именно компьютера. Его анализируют, его обследуют и выдают его, как бы, вот его состояние. И консультируется через телемедицину, определяет диагноз и определяет, можно сказать, ну, дорожную карту, как его лучше ему оказать медицинскую помощь. Вот так должно быть в идеале. Ну, пока этого нет, но мы добиваемся этого. Я уже круглый стол здесь проводил, да. И люди готовы поставлять, производить оборудование есть.
Но пока вот очень медленно, трудно, но мы обязательно добьемся того, что так и было. Вот ФМБА, Вероника Игоревна, уже сделали такую штуку, уже рабочий стол, и в отдаленных пунктах, там, где они поставили, вот такая штука уже работает. А надо, чтобы в каждой деревне это было. Это было бы великолепно, потому что ну, не обязательно туда-сюда ездить, а вот прям пройти. Но если есть проблемы, конечно, надо вести операцию, там сложное лечение и так далее, конечно, надо ехать. А если это можно на месте это оказать помощь, вот надо на месте оказать. Поэтому мы должны развиваться. Глубоко уважаемый Федот Семенович, у нас с вами был большой период совместной работы и в Росздравнадзоре, и сегодня в Министерстве здравоохранения. Большой вклад вы внесли в развитие фармацевтической отрасли, становление системы маркировки, качества лекарственных препаратов. Сегодня Российская Федерация может говорить о прозрачном рынке лекарственных препаратов на всей территории страны. Ну и, конечно же, большие изменения, которые произошли в сельской медицине, это реализация национальных проектов. Ваш вклад неоценим. Поэтому, дорогой Федот Семенович, спасибо вам большое за совместную работу. Продолжаем двигаться дальше. Ну, Мурашко вас наградил, да? Причем такая большая награда. Да, он меня наградил самой высшей наградой Министерства здравоохранения за заслуги перед отечественным здравоохранением. Понимаете, его самая высшая награда. Вот если врачу такую награду вручат, то надо, чтобы 30 лет стажа было. Поэтому этой наградой я очень горжусь. Я очень плотно занимался проблемами развития фармацевтической промышленности. Да? В течение ряда лет занимался. Был председателем подкомитета в составе нашего комитета по развитию фармпромышленности. И вы знаете, там законы наши, гражданский кодекс был написан в 90-е годы. В 90-е годы там сидели советники. Иностранные, мягко говоря, иностранные советники. И там они заложили такие вещи, которые сегодня нам мешают. Вот, например, производство так называемого оригинального лекарства. Да? Это патентообладатель, он только имеет право, это нормально. Это мировая практика. Но когда патентное право заканчивается, на следующий день на рынок выходят так называемые дженерики. То есть то же самое лекарство, но уже произведенное другим производителем. Так вот, в нашем законодательстве заложено, специально вот иностранцы заложили, так что вот патент закончится, все равно они в течение 4-5 лет доминируют. И им только делают заказы. Вот я внес изменения в законодательство, надо изменить. В 90-е годы была практически разрушена фармацевтическая промышленность России. И даже больше скажу, что фармацевтических заводов в России было очень мало, потому что было такое мировое разделение труда внутри СЭФ. И на территории России, практически Советского Союза, было всего несколько заводов фармацевтических, а готовые препараты производились в других странах, в Венгрии, в Чехословакии и так далее. В начале 2000-х промышленность стала возрождаться. К 2007 году на эту проблему серьезно государство обратило внимание. И была намечена очень серьезная программа фактически по созданию новой фармацевтической промышленности России. Федот Семенович возглавил подкомитет фармацевтической промышленности в Комитете по здравоохранению Государственной Думы. И внес огромный вклад. Его инициативы касались и закона об обращении лекарственных средств, который принимался заново, этот закон. Мы сегодня создали в стране мощную фармацевтическую промышленность. Она в технологическом плане, да, она конкурент всем мировым фармпроизводителям, мощная. Она может любые лекарства производить. Раньше этого не было, лет 10 назад этого не было. Сегодня этого есть, и мы должны дать им возможность это делать. Это дешевле, это намного безопаснее. Вы упомянули Арктику, да, и хочется узнать у вас, насколько сегодня больше внимания уделяется законопроектам, связанным с Арктикой и Дальним Востоком? На самом деле, вот законопроектом, связанным с Дальним Востоком, с Арктикой, это приоритет. Как только они вносятся, его не рассматривается в ускоренном порядке, и большой приоритет. И это нужно для страны, для безопасности страны, для экономического развития, потому что там огромные ресурсы, их надо вывести в оборот и для развития экономики. Второе – это геополитический фактор, потому что я считаю, что вот дальневосточники, все северяне – это стражи России. Что такое стражи? Это не обязательно военные, да? Вот там
где есть люди, там есть страна. Если там людей не будет, там страны не будет. Если страны не будет, там святое место пусто не бывает. А сегодня проблема. Люди с северов уезжают, Дальний Восток уезжает, а нам надо огромные работы там проводить, да? Промышленность развивать, другие вещи развивать. А нам нужны люди. Поэтому это огромная проблема, и эти вопросы имеют огромный приоритет при обсуждении всех вопросов, законопроектов у нас в Государственной Думе. Что показало, да, вот обсуждение проблем Арктики вот на правительственном части? Да, понимание, значит, необходимости, понимание, как развивать Арктику в целом, для того, чтобы обеспечить безопасность страны, для того, чтобы развитие экономики обеспечить, да, Северный морской путь и так далее, да, и развитие там других вещей, да, это есть. И все устарело, и жилье устарело, и инфраструктуру устарело, надо обновлять. Поэтому я в своем выступлении обострил именно на это. Как улучшить жизнь конкретных населенных пунктов, и в Тексе, и в Черском, и так далее. Я знаю его давно и знаю, что он очень активный человек. Для всех реализаций вижу, что он стал такой модерновый в соцсетях, вижу какие-то новые решения, современные. И действительно, Федот Семенович активно развивает соцсети. Его называют главным блогером Госдумы. И записанные им видео становятся настоящими хитами в интернете. Абаюмба. Федот Семенович, ну это историческое же здание. Да, конечно, это здание Госплана Советского Союза. Но когда сюда приходят к вам люди, студенты, я знаю, что приходят, вот, какие впечатления у них? Вот, мы стоим, ну, на самом деле я специально их приглашаю, чтобы они видели, что здесь не боги и горшки обжигают. Хотя принимаются очень важные решения здесь, но тем не менее это обычные люди. Вы активно занимаетесь работой с молодежью. Да, даже создали дискуссионный клуб. Расскажите, как проходят вот такие встречи со студентами здесь, в Москве, может быть, и в других местах? Зачем вам это? Как вообще молодые тоже реагируют? Знаете, я очень люблю работать с молодежью. Вот просто вот натура такая, да? Потому что вот есть у меня любимые учителя, начиная со школы, да, я их всю жизнь им благодарен. Даже с трибуны Госдумы один раз вот первая учительница выражала благодарность. Потому что учитель – это действительно святое. Человек, который может дать совет, человек, который может подсказать правильную дорогу, да. И у меня, слава Богу, были такие учителя. И когда оказался в Думе, я создал этот клуб «Толкуй». «Толкуй» – это по-русски «толковать», по-якутски «Толкуй» – это Дума, то есть Государственная Дума, типа, да. И он, принцип очень простой. Это те же студенты, которые, вот Айтал, да, студенческие сообщества, вот когда они проводят поспредствие мероприятия, это Айтал. Когда они приходят в Думу, мы проводим там беседы, проводим дискуссии, да. Потом у нас были другие форумы, да, мы разного рода мероприятия проводили. Так что это очень интересная работа. Это на самом деле вклад в будущее. Теперь, если есть вопросы любого плана, я готов ответить. Хотел спросить, как вы пришли к тому, что вы стали депутатом Государственного собрания? Как вы... Хорошо. Смотрите, вот как раз насчет депутата, да? Мне кажется, это один из важнейших клубов, активность для молодежи, для студентов, потому что именно в таких дискуссионных клубах ребята учатся общаться на социально важные темы, обсуждают различные кейсы, законодательные инициативы. Я думаю, что это вариант для ребят раскрыть себя, найти, возможно, свою стезю в политике. Поэтому клуб выполняет очень много функций. И я думаю, что часто помогает ребятам в том числе и с их ораторскими возможностями раскрывать себя, находить друзей и общаться в таком тесном клубе. Федот Семенович объединил всех наших студентов, выходцев из Якутии, в одно место, в одно комьюнити, в котором мы можем вместе обсуждать насущные проблемы, дискутировать насчет определенных тем и уже в связи с этим предлагать свои идеи. На самом деле Федот Семенович очень интересный человек, потому что очень редко встречаются люди, которые настолько открыто общаются со студентами и настолько сильно заряжают энергией, потому что то, что подметил Федот Семенович, то, что мы тут собираемся, общаемся, и то, что мы все можем, это, наверное, очень классно. Вот. Это невероятный патриотизм и любовь к своей родине, любовь к своей республике. Это очень классно. Всем студентам из Якутии
Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Но и не могу не сказать, что когда в республике Саха-Якутия отмечает Исаах, начало короткого лета якутского, Федот Семенович традиционно приходит на заседание в национальном костюме. Он единственный депутат из разных национальных республик, который это делает. И на самом деле это дань уважения своей республике, дань уважения традициям. И все всегда уже знают, сейчас Федот Семенович выйдет в красивом костюме. Костюм, кстати, действительно очень красивый. И все понимают, что в Якутии в этот день праздник. Сегодня в республике Саха-Якутия национальный праздник Исех. Исех – это праздник встречи лета, встречи якутского Нового года. После 9 месяцев лютых морозов люди встречают лето, просят высшие силы природы дать урожай, изобилие, благополучие всем народам нашей Российской Федерации. Сохраняя традиции народа Саха, праздник Исех давно стал праздником дружбы народов. Недавно официально объявлено, что наша Российская Федерация – это особая самобытная цивилизация. Россия – это и не Восток, и не Запад. Россия – это цивилизация Севера, а Якутия – это колыбель цивилизации Севера. И в этот прекрасный день мы говорим «Уруй Айхал Великой России», «Уруй Айхал Республика Саха-Якутия». Праздником Исех, дорогие друзья! Он глубоко любит свою землю, свои корни. И, наверное, вот Якутия для меня это то, что говорит, или как я вижу Федота Семеновича, это хорошие люди, это добрые люди. И Федот Семенович всегда отстаивает интересы людей, которые живут в арктической зоне, на севере, в труднодоступных местах. Он профессионален, он интересен, у него очень такой широкий кругозор, он любит людей, любит свою семью. Я прямо вот ежедневно наблюдаю, как Федот Семенович вот так вот по-настоящему бьется за интересы республики Саха-Якутия. А ведь все-таки Саха-Якутия – это наш самый большой регион в Российской Федерации, где много отдаленных населенных пунктов, и важно видеть, что у него так вот сердце болит буквально за каждый улус и за каждого жителя Саха-Якутии. И вот тут наш Федот Семенович вот так вот по-настоящему, так вот как тигр, как настоящий тигр, значит, бьется за интересы жителей республики. Федот Семенович, что для вас Якутия? Вы знаете, в первую очередь Якутия для меня это моя семья, мой род. Вот я вспоминаю, был мальчиком, лето, жаркое лето, я просыпаюсь, выхожу на крыльцо, и яркое-яркое солнце, голубое-голубое небо, да, вот. И это для меня, это мой дом, моя семья и моя Якутия, в первую очередь. Моя Якутия для меня это цветок сардана. Самый красивый цветок мира это сардана. Вот она цветет, она очень быстро цветет, как короткое лето, да. Вот, поэтому в первую очередь это семья, второе это, конечно, солнце, небо и, конечно, зеленые поля, цветок сардана. Вот для меня Якутия так.